Существуют страны, которые не могут обойти стороной опытные туристы. Одним из главных центров мирового притяжения сегодня является солнечный Таиланд. Мы не стали исключением и отправились знакомиться с этой удивительной страной на остров Пхукет. Салям алейкум, азиз достлар. Мы на острове Пхукет, Андаманское море, которое относится к Индийскому океану. Таиланд – государство в Юго-Восточной Азии с многочисленными тропическими пляжами, роскошными королевскими дворцами, древними руинами, богато украшенными буддийскими храмами и кулинарными шедеврами. Таиланд омывается водами Андаманского моря и Сиамского залива. Богатейшая природа страны создала идеальные условия для развития туризма. Здесь повсеместно растут кокосовые пальмы, манго, личи и множество других экзотических фруктов. Местные воды богаты рыбой и всевозможными дарами моря. Особенную изюминку стране придает богатый рельеф, от тропических лесов до причудливых скал, выходящих к самому морю. Для пляжей в Таиланде характерны существенные приливы и отливы. Во время большого отлива местные жители собирают мелких ракообразных с морского дна. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы можем наблюдать последствия отлива. Когда-то береговая линия была здесь, а к вечеру она уходит очень далеко. Ну а за моей спиной местные аборигены сейчас ищут морских моллюсков, ну или же какие-либо драгоценности, оставленные в воде. Природные условия позволяют Таиланду применять яркие дизайнерские решения при проектировании гостиниц и прочих мест проведения досуга. Раз уж мы заговорили о местных дарах природы, стоит поговорить и о легендарной тайской кухне. Кто не слышал про тайские супы том-ям и том-кха и про знаменитый зеленый карри? Все это элементы богатой и разнообразной тайской кухни. Тайская еда остра, свежа и готовится очень-очень быстро, за счет чего она очень полезная. В местной кухне главное это гармония и баланс между вкусами – сладким, соленым, острым и кислым. В тайском языке в принципе отсутствует слово «голод», потому что его здесь никогда не было. Это объяснимо, так как Таиланд является родиной риса и самым крупным его экспортером в мире. Тайцы совершенно не любят ходить пешком. Именно поэтому один из самых популярных видов транспорта – это мототранспорт. Также здесь популярны небольшие маршрутки, которые все местные называют тук-тук. Попав на пляж Патонг, вы сразу окунетесь в мир пряных ароматов, уличной еды и всевозможных ночных развлечений. Это и кафе, и лавочки со всевозможными морепродуктами, пряными шашлычками и, конечно же, знаменитая Бангла Роуд с ее кабаре и барами. Когда Таиланд только приобретал свою популярность, развитие ночных развлечений было маркетинговым ходом, и множество молодежи из Европы, Австралии, России и США летели на Пхукет именно за этим. Но сама тайская культура не поддерживает разгульную жизнь, а сами тайцы очень обижаются, когда их страну ассоциируют с такими развлечениями. Все-таки главные достоинства этой страны далеко не в этом. Официально Таиланд – это королевство. Основная доля населения страны исповедует буддизм. Тем не менее, прочие религии здесь не подвергаются гонениям. Вторая по численности религия после буддизма – ислам, и составляет она 4,5% всего населения Таиланда.
Лететь? Моя поездка в Таиланд была короткой, но очень насыщенной. Безусловно, Таиланд не ограничивается Пхукетом. Есть еще и высокогорный Таиланд, красивые города и волшебные острова. Но это уже будет тема для новых поездок в этот маленький, улыбчивый уголок счастья.